В своей вступительной речи исполняющий обязанности главы государства отметил, что в 2020 году Кыргызстан, как и весь мир, пережил тяжелые и трагические события. Он подчеркнул, что пандемия коронавирусной инфекции выявила проблемы в некоторых сферах государственного управления, в частности, в системе здравоохранения, где необходимо провести изменения в соответствии с требованием времени. Он с удовлетворением отметил работу военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров, благодаря которым удалось стабилизировать ситуацию со вспышкой коронавирусной инфекции. Пандемия выявила все серьезные проблемы страны. К сожалению, заболели более 79 тысяч наших граждан. Из них более 1300 умерли от пандемии коронавирусной инфекции. С глубокой скорбью разделяю безмерное горе нашего народа. Затем он остановился на предстоящих досрочных выборах президента и референдуме, назначенных на 10 января 2021 года. По этой теме выступила глава ЦИК Нурджан Шайлдабекова. Она остановилась на основных вопросах по подготовке к мероприятию. Для проведения выборов в общей сложности были открыты 2476 участков, на территории Кыргызстана 2428 и в 8 других странах 48. Следует отметить, что подготовка идет полным ходом. Далее Мамытов поручил исполняющему обязанности премьер-министра вице-премьер-министру Артему Новикову в рамках полномочий обеспечить проведение максимально открытых и честных выборов. Задача правительства – не допустить использования административного ресурса кем-либо в своих личных интересах, в том числе врачей, учителей и других работников государственных и муниципальных органов. Хочу заверить всех чиновников, государственных и муниципальных служащих, а также социальных работников, в том числе работников образования и здравоохранения, о том, что каких-либо команд по агитации и принуждению к голосованию со стороны правительства не давалось и даваться не будет. В случае увеличения фактов определенного давления либо принуждения просим вас незамедлительно информировать нас и республиканский штаб о таких фактах. Как отметил Талант Мамытов, необходимо извлечь уроки из событий 5-6 октября, когда итоги несправедливых парламентских выборов привели к народным волнениям и смене власти. Он подчеркнул, что народ ждет больших изменений, поэтому выборы президента и референдум должны пройти чисто и прозрачно, с одинаковыми требованиями для всех кандидатов в президенты. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.